Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Клевая Рыбалка. Меня зовут Вячеслав. Мы находимся в Якутии. И сегодня ролик у меня о вот этой технике. Техника у нас уже, к сожалению, не поставляется в Россию. Санкционная, так скажем. Вот. И да, эта техника надежная. Но все равно приходит время и, как говорится, ломается все. И сейчас я нахожусь в гостях у Степана Рихлясова. Это умелец из микрорайона Сатал возле города Якутска. В общем, предыстория. На этом снегоходе по осени у меня были ролики с Данилом. И я очень сильно ударился. Ехал, поставил лагерь, получается, зимний. Первый лед я провожу туры. И когда я поехал за человеком, я встретил препятствие в виде торчащего куска трубы. Снегом его припорошило. В общем, я не увидел. О чем-то я задумался. Удар пришелся прямо в лыжу. И что удивительно, лыжа не погнулась, лыжа не лопнула. Погнулась сама стойка. И вместе с куском рамы, получается. Вот. Сейчас после Нового года, как открылся зимник, я смог привезти Ямаху сюда, в город Якутск. И благодаря Степан, огромное спасибо ему, ставим лайки. Сейчас он, в принципе, сам расскажет, что он тут сделал, сколько он работы тут встретил. Благодаря ему я вот эту технику сейчас восстанавливаем мы. То есть он восстанавливает. Давайте. Всем привет, меня зовут Степан Рихлясов. Со Славой, достаточно давно уже знаком. Слава обратился ко мне за помощью, рассказал свою историю. И после Нового года техника приехала, получается, ко мне в гараж уже. Потом, получается, свободно от работы времени, начал заниматься ею. Разобрал полностью, допустим, сейчас она собрана, да, я снимал пластик, оголял раму, получается, да, и добрался до этой стойки, которая была загнута от удара в переднюю часть со смещением в сторону двигателя, получается. Когда рама оголилась, конечно, уже намного удобнее ремонтировать. Срезал все эти элементы, которые были согнуты, тем самым имея доступ, выпрямил. Чабо acımı bıstım. Kartak avalım konuların bildim. Vallahi было лишнее. На столе она кидает. Идея такая, короче. Есть труба водопроводная, да? На 57. Внутренний диаметр 55. Устатах распилил. Сейчас идея такая, что надо его сжать, туда засунуть. Посмотрим, получится или нет. Получилось. Засунуть трубу в трубу, получается. Стойка да. Так на глазок она вроде стоит нормально. Сейчас надо будет размер отрегулировать, да? Надо симметрично, чтобы было как с этой стороны, так и с той стороны. Еще угол наклона с помощью лазера буду выставлять. Пока двигаемся дальше. Вроде все получается. Лазер выставлен. Так, проверяем. 18,7.
17. Так, угол выставлен. Потом получается, ну, диагонали надо будет промерить. Вот так вот. Ну, вот этот наклон. Угол атаки. Сейчас нормально уже. Вон стойка. Вот этот вот угол, да? Этот угол сейчас выставили. Надо прихватить. Так, вылет. Получается 17,5. Да? С этой стороны. Если мерить угол зеленого, тоже так же. И все, прихватывать. Ставил в трубу, так сказать, получается, более толстую, которая изначально сама рама делается, да. Выставил, конечно же, угол наклона самой стойки, обварил, усилил косынками. Вот таким макаром получается. Покрасил, конечно же. Вот. Теперь у нас ремонт как бы уже продолжается как техобслуживание самого двигателя. Будем заниматься заменой сальников коленчатого вала, также замена ремня вентилятора охлаждения. Как видите, сейчас этот двигатель снят, находится на столе, еще в процессе разборки. То есть двигатель эксплуатируется в тяжелых условиях, при минусовых температурах, соответственно резиновые элементы не выдерживают. То есть требует как бы эксплуатации, осмотра. Ну, в частности, сейчас будет происходить замена этих же самых сальников, так сказать. Ну, коротко. Только так могу рассказать. Друзья, напомню, что вот этот, ну, как бы тоже расскажу немножко, добавлю от себя. Благодаря Янычу мы смогли все-таки, ну, как-то вот так я проездил, мы там с ним сами очень страшно это сделали, как могли на скоряк. И вот Степан уже более профессионально, вот, и у него здесь и оборудование всякие есть, он вообще мастер, я знаю, скромничает, но есть вот тут, Степан, ты же производишь какую-то там технику, да? Может, про это тоже маленько расскажем, давай? Ну, у себя имеется, да, снегомотоход, построенный мною лет 10 назад, наверное, да, эксплуатируют по сей день. То есть своими руками был изготовлен. Ну, не сразу, конечно, да, там постепенно что-то добавлялось, улучшалось. И сейчас вот после последней модификации уже эксплуатация где-то около 7 лет получается. Весною, межсезонье, выезды на охоту, за уткой там и так далее, на реку. Она у меня сейчас стоит, ну, в Намском районе, где чаще всего я там охочусь, получается. Ну, сейчас показать мы не можем. Ну, могу поделиться фотографиями. Вячеслав может вставить в этот ролик после моего, так сказать, рассказа какие-то видеофайлы. Вот. Ну, так как получается у меня как хобби, занимаюсь чисто ремонтом автомобильной техники, бывает для себя, для друзей, для близких людей, как бы. На заказ не делаешь? На заказ, ну, не знаю, особо не интересует. Ну, как бы нету возможности по времени, у меня как-то как постоянная работа. Ага, вот от свободной работы времени могу заниматься какой-либо там техникой. Ясно, хорошо. Сейчас по двигателю, что нам надо сальники поменять же, да, как-то? Да, вот сейчас получается надо... осталось снять маховик, ну, этот магнит, так называемый генератор, да. Ну и с той стороны уже половинить сам картер. Она состоит из двух половинок. Вот. Как только с ними, получается, уже доступ к сальникам появится. Ну, как правило, для, допустим, российской техники, да, но подобные аппараты, моторы схожие, но все-таки японцы, они умеют там, ну, короче, достаточно сложно это происходит.
А мы, если будем снимать, мы там ну, не собьем зажигание, там ничего, там никаких нет. метки, риски, ничего там не Зажигание не собьется, там оно находится уже. Понял, понял. Сам датчик ну, без регулировок она стоит в основном в одном месте. Ага. Опережение зажигания там уже сам коммутатор, Мгм. то есть регулирует. Мгм. Ну, таких тонкостей, допустим, в принципе, особых, на которые заострить внимание нет, достаточно, в принципе, просто, элементарно, можно сказать. А головки затянуты, как думаешь? Ну, как бы ничего не это. Ну, насчет Масло не да, бросало? по цилиндрам, под головку, там подтеков никаких я не вижу, в принципе, Ну, достаточно значит, плотно. нормально. Потому что я помню, я что-то вроде подкручивал какие-то. Вот эти, по-моему, подкручивал, да? И все, да? Или вот эти надо было крутить? Ну, вот эти вот, получается, основные, а вот эти болты, как они, крепление крышки, ну, это вот, который является частью воздуходула. Не, ну вообще техника как бы уже сколько, 10 тысяч пробежала. И уже требует. Потому что 10 тысяч, вот, после 10 тысяч у нее начинаются болячки. Вот так Да? мне и говорили. Вот можно показать, в принципе, наглядно, да, вот со стороны генератора находится внутри вот такая вот жижа. Это Это выработка. получается сальник. Топливо-воздушная смесь поступает наружу. Ну. Вследствие, допустим, таких проблем характерные, ну, как бы понять можно, да, по двигателю, то есть не держит обороты, а на холостых оборотах, получается, когда он нагреется, да. Вот. После замены, я думаю, она будет уже стабильно стоять, работать. Ну хорошо, давай займемся тогда сейчас что. Это? Ну, удалось, конечно, снять этот маховик с помощью специализированного съемника такого, так скажем, универсального. Будем снимать сам магнита, ну и так дальше. Сейчас покажем, да, по ходу дела. Ну, тут видно, конечно, тут очень сильные брызги масла, все в масле, очень сильный сальник тек получается. Ну, все, вот доберемся, посмотрим, ему на хана уже, наверное, да? Все это происходит из-за того, что вот, снегоход содержится на улице, да, без Да. теплого гаража, Да. постоянно заводится при минусовых температурах, это очень сильно сказывается вот, на Так я в минус 55, вообще, вот помнишь, минус 60 же почти было же, один год. Это где-то года 3 тому назад, да? Да. Просто открываю, вот, ну, выдираю подсвечники, оставляю его на улице. Выхожу, беру кипяток, ну, чайник с кипятком. И просто проливаю цилиндр. А больше, ну, вариантов никак. Здесь паяльная лампа нигде, ну, не подойти. У тебя же, кстати, было же видео, да, на канале, как заводишь при больших Да, минусах. да. И раз-раз тихонько размаслал, и потом бах, и он завелся. Так, вот такой сальник. Это получается тут два таких. Один такой, другой там чуть поменьше, по-моему, какой-то вот. Вот. И посмотрим, что с ними стало, собственно. Ну, вот это оригиналы я покупал. Благо недорогие. А остальные запчасти там вообще очень дорого. То есть даже вот просто кулачки вариатора поменять. Один кулачок 8 тысяч, по-моему. Короче, сальники изношены до невозможности. До ужас. невозможности, ну. Проблема, конечно, была снять сальник. Тут стоит шестеренка, которая стоит на валу с использованием горячей посадки. То есть пришлось импровизировать съемник. Нашлись такие лапочки, 2 штуки. Удалось сдернуть его оттуда с места. Самое сложное было в этом, вот в этом заключалось. Так. А тут, Обратно ставить будем. Нагреем ее хорошенечко, градусов до 150. потому что так она уже не входит. Она вот всего. Вот так вот руками, видите, вот и все, и встала тут. Вот так, вроде как, подшипнички в нормальном состоянии. Тут претензий к ним нету. Единственное, тут один вопрос возник с одним С задирами, да? подшипником, да, вот какой-то. Ну, это, я думаю,
заводской какой-то, возможно, неплотная посадка была, и они решили его как-то так вот, Подточить. ну как колхоз, можно Ага. сказать, да. С одной стороны, его провернуть не могло, потому что тут стоит штифт, а в ответной части в карте здесь имеется отверстие, получается. То есть провернуть этого подшипника не могло. Но со стороны ответной части картера тут мы имеем такие следы от этих же рисочек, да, заусенцы как бы. Да, и как будто Да, мы сперва подумали, что что-то там трет, что ли. провернула подшипник, что ли, выбила его или что-то там. Ну, оказалось, что это не страшно. На заводе в Японии тоже люди, значит, да, Да. собирают все это дело. Ну, это, конечно же, все это вручную делается. Не просто так. А ладно, вот так, вот так. Ну, пока процесс идет успешно. Вот сравни с этим. Это, говорят, не оригинал, ну, копии. Ну, сейчас из-за санкций оригинальных запчастей, наверное, не найти. Ну, Ну, хорошо, что делают аналоги, да, иначе Да. техника бы встала вообще. ну, Ну, есть отличия небольшие. есть, Мгм. Ну, если смотреть по бровке, тут ну, видно, не видно, как показать лучше. Ну, тут получается на новом сальнике край острый такой. Мгм. А вот на родном сточился весь. она вообще прямая. Мгм. Соответственно, то есть вакуум создается плохо, двигатель на холодный заводится плохо, на горячую обороты не держит. Поставим новые, и будет мотор радовать хозяина. Да, а вот это все будем зачищать, да, Да, получается? сейчас это зачистим. Так, 11. Друзья, вот даже мы все собрали сейчас, и установка полностью двигателя на место. И знаете что, вот мы как можем ставим, потому что мы не профессионалы, мы никогда этим раньше не занимались, то есть Степан, посмотрите. Да, у меня знакомство с снегоходом, это мой второй вездеход, снегоход, можно сказать. Ну, Имеется свой, и тот опыт небольшой. ну, Ну, кое-какие эти представления имеем, да, тут соблюсти параллельность вариаторов, да, в Да. данном случае. конечно. Мотор был снят, сейчас Ну. вновь выставляем, установили его Ну. на свое родное место. И чтобы облегчить свое, как сказать, процесс установки, да, выставили лазерный уровень, соблюли уровень лазерный с ведомым вариатором, параллельно, да, по линейке, да. Ну, таким же способом сейчас вот сам двигатель, да, вот получается, стараемся выставить, чтобы она стояла строго параллельно ведомому, да, чтобы потом в последующей эксплуатации ремни не жевало. Да. Потому что на заводе, на самом заводе даже так же делаются. Да. Очень большие отверстия. Отверстия установочные, Да. они Это специально, чтобы для- двигатель можно да, было. можно было двигать его там по-разному. Я говорю, вот, допустим. Такие тонкости, можно сказать. Да. Не просто так, как на машине, да, Взял, поставил и да. все, и он у тебя ровно встал как Тут надо. уже чуть-чуть по-другому. Ну. Так, друзья, ну вот, со Степаном поставили двигатель, все, привели все механизмы как должно быть. И сейчас остался последний штрих, это проверить и на проверку на удержание оборотов. Так сказать.
Уже понятно, да? А я? Работает? Работает? Работает. Куда опять тогда? Лучший мастер. Лучший. Обращайтесь. Обращайтесь к Степану Рыхлясову, если у вас какие-то проблемы. Да. Сделаем. Блин, он вернулся. Правда, при поворотах лыжи чувствуется, что чуть-чуть прямо. Настроить надо. Лыжа сама, она же, блин, у нас деформирована же. Ага. Одна нормальная, вторая немножко вот такая